Всем привет! В общем, у меня такой контент сегодня. Приехал ко мне ВИЦ. Вот такой вот. 16-й же год, да? 18-й. В общем, проблема была такая, что у человека она дергается. То есть сейчас прокатимся, посмотрим, что я сделал. Сейчас почистил дроссельную заслонку на нем. Обучили дроссель. И также сделали калибровку вариатора. Вот. После этого сейчас посмотрим, как машина поедет. И интересно будет, как ощущение, в общем, водителя, что он скажет владельца. Так, сейчас откроется. Погнали. В общем-то, плохо откалиброванный автомобиль. Жестко, да, дает это. Бесит, да? Когда катаешься. Конечно, Давай газу, не бойся. раздражает. Все нервы кончились на этом. Да? Полгода ездил? Ну, где-то плюс-минус с октября. И заезжал на несколько, говорит, сервисов. Что-то как-то не помогает. Сейчас посмотрим, крутые ли мы мастера или нет. Но если нет, если сейчас это все не проканало, то у тебя проблема с вариатором. Может быть такая проблема. Я думаю, что нет. Потому что у тебя один параметр был не откалиброван. И поэтому как бы это уже говорит о том, что он у тебя должен был пинаться. Обязан был даже пинаться. Не должен был. Так. Ну давай вокруг объездной прокатимся, вот так кружочек дадим. Или там, или до Хатынки и обратно. Она когда подпинывалась? На маленьких оборотах? Да, когда после, например, 3000? Нет, оно у меня всегда где-то еду в среднем по городу 1100-1200, то есть километров 40-50 еду. Когда вот начинает 30-20 снижаться, обороты на 1000 застревают. Ага. Ну вот сейчас вроде не пнулась. Давай еще проверим. Они даже вот с 1000 сразу раз и быстро пошли на уменьшение. А то он на 1000 застревала, скорость уже меньше 15, и все, оно потом это. Жесткий пинок был. Ну такой неприятный. Ну как бы пассажир не почувствует, а водитель чувствует. Ну. Ну, по-моему, нормально она у тебя сейчас. Вроде нормально, да. Как буду как перед светофором притормаживал, убираю педаль с газа. Да слушай, вообще сразу ушло. Там вот это, я говорю, все, оно 1000, грубо говоря, даже педаль с газа убираешь. И все. Обратно, например. На педали лучше отклик стал. Даже как-то, знаешь, по ощущениям получше стало. Как немножко жесткость была, но я думал, может, это специально. Это дроссель был грязный, то что. Притормаживаем. Как надо вообще. Угу. Не знаю, как. Ну-ка, давай еще раз.
вообще плавненько набирает. Она и по ступеням переключается, ну, нормально, как надо, как вариатор Да, идет. как будто вообще Но намного ступени легче. нет. Ну-ка, давай вот так вот притормаживаем, убирая педаль газа. Притормаживаю. Да вообще как будто Да? другая машина, как будто вообще прям. Ну вот. Так, где у нас там поворот дальше, да? Туда дальше. Сейчас еще перед поворотом Ну, проверим. покатаешься, поймешь, я думаю. Сейчас. Да, надо такое поездить. ощущение, что вообще за другую машину сел. Слава богу, что. Вариатор калибровать надо обязательно при замене масла, конечно. Кто бы это еще толком объяснил. Что вариатор, что робот. После калибровки машина совсем по-другому едет. Так, сейчас еще одну проверим. Где поворот? Не поехал? Не, еще езжай. Там кетки будут. Там, короче, Саха. Как-то фирма-то это. Саха Транс, что-то такое. Вывеска. Как вообще, например, вот Туймада нефть? Заправка нормальная? Да, у нас нет нормального бензина вообще. Какой бы ни возьми, все, по-моему, с одной почки льется. Я это на Хондах знаю. Хонды придирчивые к бензину, современные. Вот она, не проедет. Особенно вот эти, которые с прямым впрыском автомобили идут. Они очень придирчивы к бензину. И на них-то и понятно, какой у нас бензин, хороший или плохой. А вот эти машины, которые более-менее обычные бензинки. Теперь, ну-ка, если едем вот так вот в районе 1000, он себя ведет. Ну, слушай, даже когда подгазовываешь и на 1000 падает, пинков нет, вот, вообще свободно. До этого бы она у меня сейчас раз бы и чуть-чуть бы подпиналась, раз и чуть-чуть подпиналась, когда вот тоже вот на такой скорости едешь, она чуть выше 1000, потом ну, где-то на кочке притормозил, оно раз на 1000 и как... Ну, он обороты пытается набрать. Ага. Слушай, я вообще на другой машине езжу. Ну все, что, катайся, не ломайся. Прям вообще другая машина стала. Приезжай еще. Вот так от нас уезжает ВИЦ. Сейчас будет заезжать Везель на полное обслуживание робота. Работаем. Такой вот красавчик. Короче, делаем приус. Ставим сюда сигналы. В общем, Ислам купил простые сигналы. Стояли тут какие-то вообще колхозы конкретные, волговские, нерабочие. Мы отсюда их убрали. Вот. Поставили. Вот такие вот я устанавливаю. Сюда китайские. Ну, что купил, то привез, то и ставлю. А так вообще порядок привожу. Всю вот эту проводку вырезал. Это какие-то там были лишние провода. Это у нас... Раньше тут люстра какая-то висела, там, короче, она сгорела, светодиодная, ее мы тоже все эти проводку вырезали. Вырезали какие-то, релюшка была, через релюшку была раньше дудка какая-то запитана, мы все это вырезали, делаем все по заводу, в стоке. Нашли родной провод заводской, сейчас мы красиво все уложим, нормально все провода красиво уложим, запитаем и подключим родные, ну вот эти вот получается китайские. Сигналы, в общем. На первое время хотя бы ему поездить, чтобы хоть какой-то сигнал был. Вот. Ну а так, пришлось все это раздербанить, снять вот этот бампер. Куча всяких было проводов колхозных здесь под капотом было. Вот просто вообще, да, целое. Все в проводах. Все в проводах каких-то беспонтовых вообще. Хуй его знает, нахуй делали здесь. Вот это вот все конкретно. Вот фишка какая-то была там, реле. Вот так вот оно вот здесь вот было, просто вот так валялось, короче. Мы отсюда убрали его. Вот это все не нужно. Здесь куча проводов каких-то вот тоже. Ну, в общем, сейчас сделаем. Сделали сигнал. Факни. Нормально. Пашет. Короче, уложили вот так всю косу.
все в гофру сделал. Вот так вот. Здесь поставили вот так. Все в гофре. Аккуратненько. Сейчас вот тут уложим вот этот провод тоже стяжками. Ну и все, будем сейчас бампер одевать. Там еще один косяк есть, нашел. Фишка. Сейчас мы вот эти фишки тоже подмотаем нормально. Кто-то тут что-то изолентой какой-то понамотал. Беспонтовой. Сейчас сделаем и все, в принципе, на этом. Нормальная машина будет теперь. Да. Ну уже совсем другое дело. Четко. Наладили Приус. Ну-ка, пикни! Красота! Вообще сигнал обалденный. Ну, короче, все. Весь этот колхоз лютый убрали мы. Сегодня закончил работу. А ты что, одеяло-то забыл? Одеяло-то тебе не нужно, что ли? Только тачку сделали. Сейчас буду свою загонять. Туманки тоже новые поставили, обалденные. Хорошо светят, ярко. Так, ребята, у нас распродажа по батарейкам. Вот есть две контрактные пачки 90%. Тут они все почти 92-93%. Вот так. Ну, короче, все ближе к 6500 миллиампер-часов. Вот. Мы сейчас распродаем, потому что они у нас залежались. Не надо покупать новый закуп. Вот. Более свежие батарейки буду брать. Ген 4, скорее всего, будем брать уже более новых годов. Вот. И сейчас эти пачки мы по распродаже продаем по 155 тысяч рублей. То есть, кому надо обновить батареечку на Приуса, на свой автомобиль, обращайтесь. Prius NOH Voxy, 28 элементов в пачке. То есть, без проблем. Обращайтесь, гарантия год.